На неделе в Коми отметили День шахтера. В период пандемии праздник получился скромным, но для горняков эта дата самая важная в году. Официально День шахтера был утвержден в Советском Союзе 10 сентября 1947 года. Однако прежде были геологические исследования Печорского угольного бассейна и его героическая разработка, стахановское движение, а в 70-х, 80-х годах расцвет горняцкого дела. О настоящей шахтерской славе Татьяна Супряткина. В 1921 году на Печору прибыла экспедиция под руководством Александра Чернова, который впоследствии посвятил свою жизнь изучению и освоению Севера. Годом открытия Печорского угольного бассейна считается 24-й, когда ученый официально заявил о его существовании. Сын Георгий Чернов, молодой геолог, пошел по стопам отца. В 30-м году окончил Московский университет и получил первое задание – исследовать далекую реку Воркуту на наличие каменного угля. И уголь был найден. Георгий Чернов стал первооткрывателем воркутинского угольного месторождения. Поднимаясь по реке с небольшим отрядом экспедиции, в 70 километрах от устья обнаружил 5 пластов каменного угля рабочей мощности и высокого качества. Решил пойти по стопам отца, по геологу. Поступил в университет на геологический. И потом ездил в геологические экспедиции. Сначала самостоятельно. И так все посвятил Печорскому краю. А край-то он не маленький. Посмотрите на карту-то. Видать ведь. Стоит только взглянуть. В июле 1932 года на воркутинском месторождении были заложены 2 наклонные шахты. Началась разработка богатейшего района коксующихся углей Печорского угольного бассейна. Своеобразной была организация работ на этой шахте. Из-за нехватки рабочей силы уголь добывали только зимой. До лета хранился он на складах, а с наступлением тепла все силы были направлены на отправку добытого угля на Большую землю. В 1933 году началось строительство Воркутинской железной узкоколейной дороги. Через год, построенная впервые в мировой практике в условиях вечной мерзлоты, она вступила в строй. По дороге вывозился уголь до пристани в Воркутовом и перегружался на баржи и отправлялся вниз по Уси, а далее по реке Печора, Белому и Баренцеву морю. Этим же путем на рудник возились стройматериалы, продовольствие и другие грузы, необходимые строителям и шахтерам. 1 сентября 1934 года Воркутинская шахта выдала на гора первый уголь, и этот день считается днем рождения Печорского угольного бассейна. Добыча угля и все горные работы от вырубки до доставки велись вручную. Основными орудиями труда были кайло, лопата и тачка. И только в 1935 году был запущен бензиновый генератор, и началось применение электричества в промышленных целях. В 1937 году на левом берегу реки Воркуты небольшой этап заключенных из 26 плотников разбил палатки, построил ограждение, положив этим начало второму поселку, а впоследствии и самому городу Воркута. Поселок создавался для строительства первой крупной шахты Печорского угольного бассейна, капитальная номер 1. В этом же году был возведен первый деревянный дом. Все понимали, для освоения края нужны рабочие руки. Со всей страны на север стали отправлять политзаключенных. С началом Великой Отечественной войны режим содержания в лагерях ГУЛАГа резко ужесточился. Расконвоированные заключенные возвращались в зоны, политзаключенных сняли занимаемых должностей, отбывших срок оставляли в зоне до окончания войны. Участились повторные аресты. Был введен 11-часовой рабочий день на тяжелых работах и 12-часовой на остальных. В зонах усилилась охрана. Начальники лагерей и оперуполномоченные получили право неограниченных действий. Ухудшилось питание и медицинское обслуживание, в результате чего распространились эпидемии и болезни, росла смертность, упала производительность труда. А фронту нужен был уголь. Донбасс оккупирован немцами, подмосковный угольный бассейн разрушен. Март 43-го. В Воркуту прибывает из Сталинграда Михаил Мальцев, командующий инженерной армией. Там он возводил оборонительные рубежи. Здесь с одной целью – снабдить страну углем любой ценой. Ощущение, что это был такой барачный город, серый, бедный. И
каких-либо достопримечательностей даже трудно вспомнить. Это был 43-й год. С момента становления этого города там появился театр, там появился стадион, там появился родильный дом. Ну, в общем, он стал как-то облагораживаться. И бульвар, конечно, красивый, такой впечатляющий для тех времен и того климата, который был в Воркуте. Мальцев начал с того, что улучшил питание заключенных, чтобы они ели и хорошо работали. За 4 года шахты в разы увеличили добычу угля. Так выглядела старая Воркута. Месяцами была лютая пурга над крошечным поселком. Трудно было жить и работать первым ее обитателям. Говорят, чудес не бывает, и это правда. Но поистине чудесные дела может творить советский народ. А еще людям нужен был достойный быт, медицина, культурный досуг. Это начальник Воркуты, так называли в окружении Мальцева, тоже понимал. В марте 43-го появился указ о создании театра в Воркуте. Мальцев владыка Воркуты. Это колоссальная была его заслуга, что он сделал счастливой жизнь тех артистов, которые попали в заключенные в Воркутинский театр. В 1940-м Воркутастрой организовал районное управление строительства шахт в Инте. За годы войны здесь были сданы в эксплуатацию 7 шахт с производственной мощностью 850 тысяч тонн угля в год. Таким образом, общая мощность шахт Печорского бассейна к концу войны была увеличена в 12 раз. Уже в советское время Север стал местом притяжения романтиков и любителей больших денег. За полярный круг со всей страны ехали за длинным рублем. Старожилы-шахтеры и сейчас вспоминают, как летали в Москву попить пиво. Билет стоит 50 рублей, а зарплата – 800. К началу 90-х годов в окрестностях Воркуты работало 13 крупных шахт. Возле каждой разросся поселок: Октябрьский, Северный, Юршор, Промышленный, Варгашор, Строительный, Комсомольский, Заполярный, Советский. Население составляло 250 тысяч человек. Шахтеры с севера добывали уголь на гора. Переходящее красное знамя ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достижение наивысших результатов в социалистическом соревновании принимает первый секретарь областного комитета партии Иван Павлович Морозов. Руководители партийных и советских организаций республики, передовики производства. С развалом СССР жизнь пошла по-другому. Длинные рубли кончились один за другим. Тогда по стране вставали металлургические заводы, основные потребители воркутинского угля. Отпала потребность в таком количестве шахт и шахтеров. Все помнят 1998 год, как наши шахтеры стучали касками на Горбатом мосту в Москве. Сейчас в Воркуте действующие 4 шахты: Воркутинская, Варгашорская, Заполярная, Комсомольская. Последняя, вторая по мощности шахта в Печорском угольном бассейне, открылась в 1977 году. Сегодня это самая глубокая шахта страны. Работает на глубине более 1100 метров. Несмотря на сложные горно-геологические условия, предприятие работает с наименьшими затратами и показывает высокие результаты. С начала года шахтеры добыли более 800 тысяч тонн горной массы. Там, где непосредственно идет лава, где работает комбайн, конечно, вот эта вот история очень здоровская, когда идет эта махина, режет уголь, то есть ощущение причастности к добыче, конечно, самое такое острое ощущение. Ну и вообще, в принципе, пройти тот же самый маршрут, как идет смена, конечно, необычно очень. Градообразующее предприятие «Интауголь» 2 года назад объявило о закрытии. Последние годы шахта была дотационной. Многомиллионные убытки покрывали из федерального и регионального бюджетов. Выйти на безубыточность она не смогла. Совет директоров принял решение о ликвидации предприятия. Но людей не бросили. Часть шахтеров трудоустроили в Воркуте, кто-то переобучился, получив новые профессии.